Уважаемые коллеги, мир после развала СССР переживает глубокий духовно-идеологический кризис. В 90-е годы в результате демократизации, прихватизации и обесценивания советских ценностей, по моим расчетам, только в России преждевременно умерли и потенциально не рождались от 40 до 50 миллионов человек. Фактически произошел геноцид российского населения. Аналогично пострадали и многие другие республики, входившие в состав СССР. Наглядным примером служит Таджикистан. В результате навязанной извне гражданской войны погибли, по некоторым данным, до 150 тысяч человек и был нанесен ущерб народному хозяйству на десятки миллиардов долларов. Введенные после 2014 года против России политико-экономические санкции не нанесли ощутимых негативных последствий для страны, но при этом правовое и экономическое положение всех трудовых мигрантов, в том числе граждан Таджикистана, в России резко ухудшилось. Россия вынуждена была принимать жесткие законы для защиты своего рынка, в том числе рынка труда. Средний доход таджикских мигрантов, который обеспечивает существенную часть ВВП Таджикистана и материально поддерживает свои семьи, уменьшился за это время более чем в 2 раза. Это вызвало ухудшение социально-экономической ситуации в целом по Таджикистану. Я прошу прощения. Возрождения и иные радикальные религиозные течения используют данный факт и так искусно промывают мозги, и так сильно воздействуют на сознание духовно неокрепшей молодежи, что часть из них с территории России оказались в составе ИГИЛ в Ираке, Сирии и Афганистане, а другая часть перспективы может быть использована против Таджикистана. Эти силы в своей практике сталкивают интересы Таджикистана и России, таджиков и народы. Лидер, запрещенный в Таджикистане ПИФ, и его сторонники нашли поддержку и защиту в странах ЕС. И сегодня они в открытую от имени этих стран угрожают руководству Таджикистана, заявляя, что скоро против них также применяют санкции и заблокируют их приезд в западные страны. Чем закончилась поддержка Усама бен Ладена, который западные страны использовали в борьбе против СССР в Афганистане, всем известно, терактами 11 сентября в США. Радикально настроенные религиозные силы могут превратить Таджикистан во второй Афганистан. А чем это обернется для западных стран, можно только предполагать. Спасибо за внимание.